наши мероприятия. Возобновляют свою работу организации торговли, общественного питания, сферы услуг, а следовательно должен возобновиться и контроль за их деятельностью. Какие права имеются у предпринимателей при проведении госконтроля, что является основанием для его осуществления, каковы особенности контроля в условиях пандемии и какую ответственность несут контролирующие органы за нарушение прав предпринимателей при проведении проверок. Об этом и многом другом наше сегодняшнее интервью с прокурором отдела по надзору за законностью правовых актов и соблюдением прав предпринимателей прокуратуры республики, советником юстиции Михаилом Тарасовым. Михаил Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот скажите, чем вообще урегулировано проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности? Порядок организации и проведения проверок субъектов предпринимательской деятельности установлен федеральным законом от 26 декабря 2008 года номером 294 ФЗ о защите прав юридических лиц индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, надзора и муниципального контроля. Проверки могут проводиться как и документарно, так и выездные в форме плановых и внеплановых проверок. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа контроля, а выездная проверка по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя или по месту фактического осуществления их деятельности. Ну, скажите, а вот что может являться основанием для проведения какой-либо проверки? Основанием для проведения плановых проверок является разработанный органами контроля ежегодный план проведения проверок, который размещается на официальном сайте контролирующего органа в сети интернет, либо доводится до сведения заинтересованных лиц иным способом. Сводный ежегодный план формируется органами прокуратуры, размещается на официальном сайте Генеральной прокуратуры, Федеральной государственной информационной системе «Единый реестр проверок». Основанием проведения внеплановых проверок является истечение срока исполнения ранее выданного предписания. При наличии информации органа контроля, поступившей из органов государственной власти, третьих лиц или средств массовой информации о нарушении возникновения угрозы или фактического нанесения вреда гражданам, природной среде, объектам культуры, несоблюдения прав потребителей, маркировки товаров, поручения президента и правительства Российской Федерации, а также по требованию прокурора. Ну, не секрет, что в последнее время, впрочем, как и всегда, происходят различные изменения в законодательстве. Какие изменения произошли в законодательстве о контроле в последнее время, что бы вы могли особо отметить? В настоящее время постановлением правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года номером 438 установлен мораторий на проведение с 1 апреля по 31 декабря 2020 года всех плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом мораторий не распространяется на проверки, основания для которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни гражданам, возникновение чрезвычайных и техногенных характера. Все внеплановые проверки органа контроля согласуют с органами прокуратуры, за исключением проверок, которыми явились поручения президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации. К примеру, в соответствии с трудовым законодательством под возникновением угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан понимается невыплата заработной платы, ее составных частей, непредоставление оплачиваемых отпусков, уклонение от оформления трудовых договоров или их надлежащее оформление. Ну вот вы упомянули о моратории на все виды проверок, но тем не менее были ли зафиксированы факты проведения незаконных проверок в период этого моратория? Да, прокуратура республики на постоянной основе проводится мониторинг Федерального государственной информационной системы «Единый реестр проверок», в котором отражаются все организованные плановые, внеплановые проверки. Ну, также приведу пример. В ходе мониторинга единого реестра проверок якутским природоохранным прокурором был установлен факт проведения управлением Росприроднадзора по республике Саха-Якутия 3 внеплановых проверок без согласования с органами прокуратуры. Природоохранным прокурором приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Но вот, несмотря на мораторий плановых, неплановых проверок, тем не менее проверка происходит. Что важно знать предпринимателю, которому
пришел контролер? Но в первую очередь необходимо знать, что при проведении проверок должностные лица органов контроля вправе осуществлять плановую, внеплановую выездную проверку, не вправе осуществлять плановую, внеплановую проверку в отсутствии руководителя юридического лица, либо его законного представителя, либо представителя индивидуального предпринимателя. Исключение составляют случаи проверки по причинению вреда жизни и здоровью граждан, а также возникновения чрезвычайных природного и техногенного характера. Выездная проверка, конечно, начинается с предъявления проверяющими лицами служебного своего удостоверения. Проверка должна проводиться тем должностным лицом, который указан в распоряжении о проведении проверки, с которым обязаны ознакомить представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя и вручить под роспись его копию. Перед проверкой должностные лица контролирующего органа должен ознакомить с документом о согласовании его проведения с органом прокуратуры, полномочиями проводящих проверку лиц, целями, задачами, основанием проведения проверки, видами и объемами мероприятий по контролю, составом экспертов, представительных экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и условиями ее проведения. Представитель юридического лица либо индивидуального предпринимателя вправе ознакомиться с положением административного регламента органа контроля, в соответствии с которым проводится данная проверка. Ну вот вы упомянули о том, что при проведении проверки должно быть вручено распоряжение о проведении проверки. А вот что именно должно быть в нем указано? Ну, в распоряжении должно быть указано в обязательном порядке цели и задачи, предмет и срок ее проведения, дата начала и окончания проверки, правовые основания проведения проверки. Также перечислены все мероприятия по контролю, запланированные органом контроля. Например, это обследование территории, помещений, оборудования, отбор образцов, проведение их исследования, документы, которые проверяемое лицо должно представить контролерам. Ну а вот документы, вы говорите, которые проверяемое лицо должно представить при проведении проверки, нужно ли это делать, обязан ли он это делать? Да, по закону проверяемое лицо обязано предоставить проводящим проверку должностным лицам возможность ознакомиться с перечисленными в распоряжении документами, а также обеспечить доступ к проводящим проверку должностных лиц, участвующих в ней экспертов на территории, использованных зданий и помещений, к оборудованию, транспортным средствам, а также перевозимым грузам. При проведении плановой проверки представители вправе представить проверяющим документы, подтверждающие отнесение юридического лица индивидуального предпринимателя к субъектам малого и среднего предпринимательства. Тогда в этом случае проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт. Вот скажите, а что категорически не должны требовать контролирующие органы у тех, кого они проверяют в данный момент? При проведении проверки должностные лица контролирующих органов не вправе требовать либо выполнять обязательные требования, если такие требования не относятся к полномочиям органа контроля, требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования различных объектов, если они являются объектами проверки, а также изымать оригиналы таких документов, отбирать образцы продукции, осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю. Ну, приведу пример. Прокурором Булунского района выявлен факт незаконного расширения территориальным отделом управления Роспотребнадзора по республике в Булунском районе предметов внеплановой проверки. Ну, то есть проверка организована в целях пресечения фактов реализации мясной продукции без документов, а фактически органам контроля проведено соблюдение общих санитарных норм. По данному факту прокурором района приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Также хочу добавить, что в течение 15 дней со дня получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить в орган контроля в письменной форме свои возражения на результаты проверки. Ну вот, опять же, если возникает какая-то ситуация, что предприниматель считает проверку незаконной, предусмотрена ли какая-либо ответственность контролирующего органа за нарушение порядка проведения каких-либо проверок? Статьей 19.1.
статьей 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность должностных лиц органов контроля надзора за несоблюдение требований о законодательстве о контроле. Должностные лица, проводящие проверку, могут быть привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований законодательства о государственном контроле, выразившихся в проведении проверки при отсутствии оснований для ее проведения, нарушение сроков проверки, отсутствие согласования внеплановой проверки с органом прокуратуры, проведение проверки без распоряжения руководителя либо заместителя руководителя органа контроля, привлечение к проведению проверки по надзору неаккредитированных и неаттестованных в установленном порядке граждан или организаций, непредоставление акта проведенной проверки, проведение проверки, не включенной в ежегодный сводный план проверок. Органам прокуратуры республики в ходе проверок по обращению субъектов предпринимательства, а также по самостоятельным проверкам по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации выявляются факты проведения органами контроля незаконных проверок. За 2019 год и истекший период 2020 года выявлены факты проведения за 2019 год и истекший период 2020 года органам прокуратуры республики привлечено к административной ответственности 15 должностных лиц органов контроля за несоблюдение требований законодательства о контроле. Например, в 2019 году по материалам проверки прокуратуры республики в отсутствие оснований проведения которых привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 19.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностные лица Государственной инспекции труда, Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Хотелось бы добавить, в случае, если при проведении проверки данные нарушения имели место быть, необходимо незамедлительно обращаться в органы прокуратуры с заявлением, в котором по возможности следует отметить дату, время, место совершения административного правонарушения, наименование органа, фамилия, имя, отчество должностного лица, проводившего проверку, и существо нарушений и иные имеющие данные для возбуждения дела об административном правонарушении. Михаил Евгеньевич, я благодарю вас за беседу. Очень надеюсь, что информация, которую сегодня мы с вами озвучили, будет полезна нашим телезрителям. Всего вам доброго, спасибо. Спасибо, до свидания. О проведении проверок субъектов предпринимательства мы сегодня говорили с прокурором отдела по надзору за законностью правовых актов и соблюдением прав предпринимателей прокуратуры республики, советником юстиции Михаилом Тарасовым. До встречи в эфире.